момент собрано более почти 900 инструментов 43 стран мира. Еще чуть-чуть, и лабужанин может попасть в книгу рекордов Гиннесса. Один шаг до книги рекордов Гиннесса. 10 лет собирает уникальные музыкальные инструменты и владеет самым крупным частным музеем в мире. Единственный конкурент – это Государственный музей, который, кстати, тоже единственный в мире, в Якутске. Ну и экспонаты у лабужанина Виктора Белова «Щусь» тоже особенные, так сказать, на дороге не валяются. Варган – музыкальный инструмент в виде свободно колеблющегося в проеме рамки язычка, приводимого в движение пальцем или дерганием за нитку. Инструмент устанавливают в области рта. В древности был распространен в Азии и Океании, а со временем разошелся по всему миру. Поэтому в коллекции Виктора Белова можно увидеть инструменты из разных уголков мира. На данный момент собрано более почти 900 инструментов 43 стран мира. И по временной шкале, начиная от 2 века нашей эры, вот там вот археологические варганы есть, ну, по сегодняшний день, то есть большой кластер археологических варганов в том числе. Ну, русских тут мало, в основном это украинские, башкирские варганы на территории России находятся они, но они в государственных музеях в основном. И современные мастера представлены вот здесь. Мастеров примерно около 200. Недавно коллекционер решил зафиксировать свое тематическое собрание в книге рекордов Гиннесса. Заявка уже подана, и теперь дело остается за малым – переписать каждую вещь в своей коллекции. Нам поставили условия каталогизации, научной каталогизации. Я хочу издать книгу, сделать книгу. То есть это все должно быть описано. Грубо говоря, у меня есть, конечно, карточка, но сейчас вот именно в формате печатного издания я делаю подробно. Это вам надо 900 наименований, что ли, писать, получается? Ну, вот несколько тысяч наименований. Несколько тысяч? Да, потому что 900 только варганов, более 200 книг. Более 100 дисков, несколько сотен значков, только каждый знак, каждая марка, каждый экспонат, он должен быть подробно описан. И на вопрос, а сколько лет займет эта опись, Виктор Белов отвечает, что он хочет ее завершить до конца следующего года. По словам коллекционера, попадание в книгу рекордов ничего не дает, кроме как морального удовлетворения. Ну и сертификата о рекорде, который также станет еще одним экспонатом музея. Сегодня Виктор Белов параллельно занимается и составлением генеалогических древ. Он уже составил 2 книги про свою родословную с полным изучением предков вплоть до Древней Руси, а также продолжает коллекционирование варганов и составление каталога. Впереди его ждет большая работа, а Елабугу – первый рекордсмен книги Гиннесса. Максим Бегаш, Фаир Шагалямов, Елабуга 24.